Странная фигура в черном плаще, маске и ружьем наперевес двигалась по улице открыто, не пугаясь камер видеонаблюдения. Ильназ Галевиев вышел из дома примерно в 9:15. На кадрах видно, как он проходит мимо детского сада и даже здоровается с женщиной, которая не обращает на него внимания. В 9:27 он у дверей школы. Сначала стреляет в первую попавшуюся девушку у входа и промахивается. В этот момент из здания выходит Муланур Мустафин, бывший учитель математики, в настоящем заведующий хозяйственной частью. Первый точный выстрел приходится на него, а потом еще один. Чудо, что мужчина вообще остался жив. Сейчас врачи борются за его жизнь. Женщина-вахтер у входа успевает заблокировать турникет, нажать тревожную кнопку и спрятаться под столом. В это время преступник уже на первом этаже. В коридоре он встречает Венеру Айзатову, дежурного учителя начальных классов. Она стала первой погибшей. Ей было 55 лет. Всю свою жизнь она проработала в школе, оставалась после уроков и даже занималась с детьми дополнительно по собственной инициативе. Ее похоронили 12 мая на кладбище в поселке Константиновка. Это моя первая учительница, была замечательная, хорошая, всегда после уроков со мной занималась, всегда тепло отзывалась, всегда ходил к ней в гости, как раз-таки мы были соседями. И, не описать словами, я больше ничего не могу сказать, простите. После нескольких выстрелов и взрыва бомбы, которую Галевиев подкладывает под дверью на первом этаже, директор уже объявляет чрезвычайную ситуацию по громкой связи, требует закрыть все двери и спрятаться в кабинетах. Прибытие уже группы по звонку кнопки тревожной сигнализации, это практически прошло, наверное, не менее 5 минут. То есть вся эта ситуация, она, так сказать, развивалась на моих глазах. Я находилась также на первом этаже. Я считаю, что работник нашей гимназии сработал просто молниеносно. Кадры мобильной съемки четко показывают. Дети прячутся под партами, закрываются стульями, а учителя самоотверженно стоят у двери. Мы слышали хлопки, слышали крики. Мы понимали, насколько все серьезно. Мы все сидели тихо. И к нам в кабинет тоже ломились. И нас спасло, говорю же, четкая организация. Большинство дверей к тому моменту остаются закрытыми. Галевиев бежит на 3-й этаж и там убивает учителя английского языка Эльвиру Игнатьеву. Именно эта девушка, по словам очевидцев, прикрывает выбегающего ребенка с собой. Ей было всего 26 лет. Она вышла посмотреть, что происходит. Я не знаю, она как-то говорит, что ребенка защитила, может, он вылез. Посмотреть, любопытный был. И она стала его закрывать, и он, по-моему, ей впритык ее застрелил. Единственной открытой дверью оказывается кабинет 310. В нем находится 8А. Галевиев открывает огонь по детям. Часть из них в панике прыгает с окон. Он стреляет в спину убегающим. Затем делает еще несколько выстрелов из окна, но, к счастью, промахивается. Господи, там кто-то стреляет. Все происходит в течение 8 минут, которые уносят жизни 7 школьников и 2 учителей. Более 20 человек раненые лежат в земле. Сотрудники Росгвардии были на месте через 3 минуты 30 секунд после нажатия тревожной кнопки и эвакуировали детей. При этом Галевиев вышел через парадный вход сам с поднятыми руками. А это первые кадры после его ареста. Сейчас Ильназ Галевиев в следственном изоляторе на 2 месяца. Его ожидает судебно-медицинская экспертиза и, конечно, суд. Известно, что нападение было четко спланированным. Галевиев приходил в школу до трагедии дважды оценивать обстановку. Тем временем за жизнь раненых боролись медики, а помогали им в этом обычные люди. Горожане выстроились у мобильного пункта переливания крови, хотя запасов было достаточно, но люди просто хотели помочь. Характер травм – это скелетные травмы плюс проникающие ранения грудной и брюшной полости. Всем детям, которые находятся в реанимационном отделении, выполнены операции. И плюс еще практически всем детям, которые со средней степенью тяжести, тоже выполнены операции. Часть раненых были отправлены специальным бортом в Москву. Сейчас их состояние оценивается как стабильное. 12 мая был объявлен в республике днем траура. В этот же день весь Татарстан провожал в последний путь учителей и 8-классников, которые ушли за знаниями и не вернулись. Их было 7.
4 мальчика и 3 девочки, всем по 14 и 15 лет. Мать одного из погибших – учитель в этой же школе. Она находилась совсем рядом, успокаивала свой класс, а в это время в соседнем кабинете был убит ее сын. Bütün aytgan sözünü tыңлайды. O'qituvchilardan da gil yaxshi so'zlarni eshitdim. Rahmat shunday bo'lgani uchun. Programmist bo'lishga xayollandi. Distansion kurslarda o'qiydi programmistlikka. Шул өлгермәде. Их имена, стихи и фотографии – все это у стихийного мемориала у здания школы. Там их образовалось несколько. Люди приходят сюда целыми семьями, а следом приходят другие, а потом еще и еще. Все они не скрывают шока и горечи. Поток людей оказался настолько велик, что теперь контролируется Росгвардией. Для того, чтобы оценить масштабы людской солидарности трагедии, достаточно посмотреть на эту длинную очередь, которая выстроилась на несколько километров. Сегодня 12 мая, день траура, почти 11 часов вечера, но поток людей не прекращается. Они продолжают приходить сюда, приносить цветы, игрушки, к слову, для которых теперь здесь почти нет места. Вместе с Казанью все эти дни скорбят и регионы. Стихийные мемориалы появились в самых разных уголках страны. В Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге жители с самого утра 12 мая несли свечи к представительствам Татарстана. Временные мемориалы появились в Нижнем Новгороде, Якутске, Керчи, Волгограде и других городах. Диляра Исупова, Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней.